закона нет. Точно так же могут снимать. А вообще такой вопрос. А лучше вы побудете. Что вообще грозит за неиспользование? Значит, административный кодекс, статья 7.12 предусматривает ответственность от 30 до 40 тысяч на юридическое лицо штрафа 30 до 40 тысяч. Это на юридицу, да? И конфискация по решению суда тех технических средств, при помощи которых незаконно воспроизводились произведения. То есть, смотрите, если мы сегодня видим то, что незаконно они воспроизводятся, да, то что сейчас с ними до решения суда будет? Они будут изыматься или опечатываться? Значит, по закону необходимо произвести изъятие тех технических средств, при помощи которых незаконно воспроизводились аудиовизуальные произведения, либо оставлять на ответственное хранение на само предприятие. Ну, сегодня мы что увидим? Не знаю, мы посмотрим, какие результаты будут. А как определяется, что вот это, допустим, музыка воспроизводится? Ну... Проводятся специальные исследования специалистами, которые могут определить, что это за произведение, кто автор, кто исполнитель и приблизительную сумму ущерба посчитать. Сегодня будет? Нет, исследования производятся по Российскому авторскому обществу в Москве. Там специальное экспертное бюро есть. Понятно. А, извините, Сегодня будет только фиксация. сегодня только фиксация. Незаконного использования. Так, а у вас оборудование, при помощи которого воспроизводится вот там вот внизу, да? Диджейский пульт у вас стоит, да? У нас диджейский пульт, да. Диджейский пульт. Играет диджей. Нет, а сейчас кто у вас Сейчас играет? воспроизводится с компьютера. С компьютера. Да. Нам надо осмотреть этот компьютер. Ну, сейчас приедет юрист. Юрисконсульт ОМАЛ. Здравствуйте, проходите сюда. Здесь представитель прокуратуры. А Лариса Геннадьевна, она находится в отпуске. Добрый день. Слушайте, мы ее так ждем. Вы будете представлять, да? Она далеко. Так, а вы Позвонили, она далеко не смогла приехать. Юрисконсульт. Юрисконсульт под дверью. Пройдите тоже. Так, давайте. Удобнее было, да. Так, а треки у вас не расшифровываются, да? Название трека. Знаете, дело в том, что общество с ограниченной ответственностью ОМАЛ имеет в своем штате по гражданско-правовому договору диджея. Поэтому данные диски они записывают там самостоятельно и дают непосредственно девочкам на места в бары для включения их и для А прослушивания. какую музыку записывают вы? В данном не случае я не проверяете? могу вам пояснить, какая музыка. То есть я определить вот так вот на слух мне тоже тяжело. Вот этот плейлист, это вот постоянно в течение целого дня идет, да? Да, да. Да, то есть он идет по порядку, его включают с утра. То есть данный диск представляется, как я уже вам пояснила, диджеем. Вот. Поэтому какую музыку он нам Так, а вот записал на этот диск? компьютер, он не привязан к расчетам и так далее, к видеонаблюдению? Это исключительно музыка, да, у вас? Исключительно только музыка, да. Его поставите и все. Сюда решение. Ставьте, пожалуйста. Все, спасибо. Так. Ну, они пока печатают, в принципе, Да. Системный блок.